Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире снова будничный Суперпрайм. Не пропустите главное. И мы его ведущие Дмитрий Аргунов и Александра Салих. Александра, тут весной в ходе различных обсуждений выступал вопрос. Хотите хорошо жить, ездить на хороших машинах, иметь хорошие дома? В чем залог? Залог в развитии индустриального парка республики. На прошлой неделе, вернее, в послании Государственному собранию или Тюмень, глава нашей республики, отдельно выпятил вопрос индустриального развития республики. И об этом мы бы хотели сегодня поговорить с нашей суперкомпетентной и я так думаю, что очень удачно подобранной аудиторией. Давайте мы начнем вопрос и... Здравствуйте. Так, Валерий Иванович, скажите, пожалуйста, вот в начале послания мы видим обращение главы к схеме развития республики. Скажите, пожалуйста, что было сделано из намеченного? Ну, действительно, в следующем году будет 10 лет с момента, когда была разработана сама схема развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха-Якутия. Надо сказать, что это один из первых и самых удачных документов регионального стратегического планирования в Российской Федерации. И за эти годы было сделано огромное количество усилий как со стороны регионального руководства, непосредственно жителей республики, ну и, безусловно, огромная поддержка федерального правительства в реализации проектов этой схемы. Что в первую очередь хотелось бы отметить с точки зрения реализованных и достигнутых направлений, это, безусловно, решение многих логистических вопросов, связанных с инфраструктурой. Вот мы в базе, безусловно, изначально говорили, что все наши промышленные проекты, индустриальные проекты, они, конечно, сталкиваются с очень серьезной проблемой с инфраструктурными ограничениями. Строительство нефтепровода в СТО, строительство магистральных сетей электроснабжения, которые объединили Южную Якутию, Западную Якутию, Центральную Якутию с внешними рынками. И сейчас эта работа активно проводится. Принято решение о начале реализации крупнейшего проекта в мировой истории. Это строительство газопровода с месторождений Западной Якутии, Якутии, с Чандинского месторождения, магистральный газопровод «Сила Сибири». Я еще раз акцентирую внимание, это крупнейший инвестиционный проект в мире. Да, то есть все эти проекты, по сути, были отфиксированы в самой схеме развития производительных сил транспорта и энергетики Республики Саха-Якутия до 2020 года. Безусловно, были внешние факторы, которые повлияли по срокам реализации этих проектов, но в базе те проекты и те инфраструктурные ограничения, которые были в самом начале, мы, я считаю, прошли очень хороший и серьезный путь. И это, безусловно, стало основой для того, чтобы уже промышленные предприятия начали активно работать на территории Республики Саха-Якутия. Мы сегодня уже говорим не просто об освоении месторождений Якутии, мы сегодня говорим о новом следующем этапе индустриализации, это развитие перерабатывающих производств. Я думаю, что вот это все невозможно было бы сделать без решения вопроса с инфраструктурными ограничениями. Геннадий Федорович, я бы хотел обратиться. Вы как демиург, да, человек, который имел непосредственное отношение к выработке всей этой стратегии 2020, про которую говорится в самом начале послания. Да? Каков ваш личностный подход к тем выполненным, может быть, которые затянулись пунктом и так далее? Вот как демиург, как создатель, возможно, человек, который приложил немало своих усилий, личных сил. Да? Спасибо, Дмитрий. Я бы не хотел столь выпячивать свою роль. Тем не менее, постоянно отслеживал все критические замечания, касающиеся схемы 2020, а их за эти 10 лет было очень-очень немало. И всем критикам, всем тем скептикам по отношению к этому документу я бы рекомендовал следующее. Возьмите карту Якутии 2005 года с нанесенной на ней инфраструктурой того времени, и возьмите карту Якутии 2015 года с нанесенной на ней только магистральной инфраструктурой. И вы увидите, как разительно изменилась Якутия. Просто время летит очень быстро, событий происходит масса. Я бы сказал, такой информационный спам забивает головы и мысли людей, поэтому никто
так сказать, особо не анализируют, как это было и что стало, да? А если вы посмотрите, то увидите колоссальные изменения, разительные изменения, которые были произведены. И я в 2005 году в Министерстве экономического развития и торговли, так оно тогда называлось, видел документ для служебного пользования, где была карта Российской Федерации с регионами, раскрашенными в разные цвета. Якутия там была покрашена серый цвет, а внизу ссылка. Серым цветом покрашены регионы, не имеющие перспектив развития до 2030 года. Это была оценка состояния республики в 2005 году. Со стороны в федеральных 2005 органов. году со стороны Министерства экономического развития и торговли. Для себя, для внутренняя как бы оценка. Да? Не то, что говорилось, так сказать, в публичном пространстве, а то, как оценивалась объективно ситуация в республике и перспективы ее развития до 2030 года. Депрессивный регион. Точка. И вот в 2006 году поручение президента Российской Федерации, и сегодня у нас 2015 год, да? И что, какой стала Якутия с точки зрения развития инфраструктуры? Да, многое не сделано с точки зрения развития, скажем так, промышленности, хотя и здесь сделано очень много. Но базовая инфраструктура создана даже по некоторым позициям с опережением, а по тем позициям, которые мы планировали и сомневались в том, что оно будет сделано, оно даже прошло с опережением. Поэтому, конечно, полностью поддерживаю Валерия Ивановича, что это был уникальный документ в истории долгосрочного стратегического планирования, тем более регионального, в Российской Федерации. И единственный документ, который решением правительства Российской Федерации одобрен для реализации. Единственный из всех регионов Российской Федерации. Не было такого и нет до сегодняшнего дня другого региона России, долгосрочная программа которого была бы документально правительством Российской Федерации одобрена. А если взять Дальний Восток? Хоть То есть- дальний, хоть ближний. Ни одного из регионов Дальний Восток, Нет, в комплексе же Дальний Восток- это федеральный округ. Я Да. имею в виду субъект Субъект. Российской Федерации. Субъект Российской Федерации. Вычлен- Единственный. Если вычленять, да. Хорошо. В послании также звучит схема, расширенная схема до 30 года, да, 2030 года. И как бы переходной может быть этап, это столетие образования республики, 2022 год. Да? Вот если на этих датах как-то остановиться, немножко расширенная схема и потом вот определенные... Я бы сказал, более того, глава республики в своем послании сказал, что в 2016 году мы будем утверждать разработанную стратегию развития 2030 года и целевое видение до 2050 года. Да, то есть сегодня глава республики задал и поставил задачу по формированию абсолютно долгосрочных и таких наступательных планов развития региона с точки зрения всех аспектов. Да? То есть, как я уже сказал, действительно база, я считаю, что в этом смысле инфраструктурная в большей степени сделана за эти годы. Сейчас нам необходимо расширять саму экономику за счет диверсификации. И вот как раз как один из инструментов это новая индустриализация за счет новых инструментов, таких как технопарки, индустриальные парки, территории опережающего развития. То есть, по сути, создание нового формата экономики Республики Саха-Якутия. И, безусловно, в рамках выработки новой стратегии мы должны уже формировать новые горизонты развития нашей республики. Вы все фактически представляете вот те или иные механизмы. То есть можно говорить, что то, что было заложено в схеме развития 2020, как подготовки какой-то некой базиса, может быть, для привлечения инвестиций, вот эти пункты все сделаны. Да? То есть сейчас республика готова к приему инвестиций. Безусловно, мы уже принимаем инвестиции. Если мы оцениваем 2014 год, да, то более 202 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. В текущем году мы ожидаем в абсолютных показателях больший объем инвестиций в основной капитал. Ну,
сопоставимых показателях порядка 100%, да, с учетом инфляционных изменений 2015 года. И это, я считаю, очень существенные показатели на фоне той ситуации, которая складывается в целом в стране. В целом в стране мы видим снижение инвестиционной активности порядка 10%. И то, с каким упорством и с каким настроем сегодня идет крупный бизнес в реализацию проектов на территории республики, и помимо этого еще и малый и средний бизнес очень активно вовлекается сегодня в новые проекты. Я считаю, что это существенный показатель и существенное отличие с точки зрения инвестиционной активности по сравнению в целом показателями построения. В списке механизмов, Геннадий Федорович, привлечения инвестиций в республику, корпорация развития Республики Саха, буквально одно из нескольких предприятий выделено именем собственным, да, с красной строкой. Давайте немножко о перспективах корпорации и что планируется сделать для привлечения этих самых инвестиций, из-за которых мы все станем жить лучше. Дмитрий, понимаете, в чем дело? Действительно, глава в послании поименно упомянул корпорацию развития Республики Саха-Якутия как своевременно созданный институт развития, который должен обеспечить инвестиционную привлекательность и реализацию инвестиционных проектов вместе с другими институтами развития, единственной на Дальнем Востоке страховой компании «Стерх» и эффективно работающий региональный банк «Алмаз-Регионбанк». Не случайно, вообще в этом послании нет ни одного случайного слова, и оно очень четко структурировано. Я очень рад, что принимал участие в этом мероприятии и лично слышал все, что было сказано главой, потому что он очень четко сформулировал как раз все те цели и задачи, которые стоят перед нами в это непростое, очень непростое время. Просто сейчас очень много рисков, факторов неопределенности, очень много, скажем так, непонятного в сегодняшнем дне, а тем более завтра, послезавтра, да, что будет происходить и как. И здесь без институтов развития, которые должны стать таким коммуникатором между государственными целями и задачами и целями и задачами бизнеса в реализации инвестиционных проектов. Потому что Анатолий Иванович сказал, что 202 миллиарда рублей в 2015 году было инвестиций. Да? На самом деле там есть небольшое снижение по сравнению с 2014 годом. Я не ошибся, да? В этом году 217 мы ожидаем. Да? Но с учетом инфляции у нас будет порядка 100%. Ну, в общем, инвесторы на самом деле дезориентированы, я бы сказал одним словом. Потому что падение сырьевых рынков практически по всем параметрам. Да, это мы про нефть знаем, что там 2-2,5 раза. Никто же не знает о том, что, допустим, рынки угля упали в 4,5 раза. И об этом же никто не говорит ежедневно, да, как про нефть и газ. Да? Или там то же самое олово. Или практически все металлы, да, цветные. Медь, и цинк, и свинец. Абсолютно все. Все очень серьезно упали. Это же приводит к тому, что все инвестиционные программы приостанавливаются, потому что рассчитывалось на сроки реализации проекта, эффективность проекта, волатильность учитывалась определенная. Сегодняшняя ситуация, по сути дела, форс-мажор. Поэтому инвесторам необходимо помочь в первую очередь даже не деньгами, а уверенностью в том, что принятые в инвестиционном проекте показатели и взаимные обязательства сторон будут исполнены. Поэтому по ключевым, как глава республики сказал, что у корпорации задача — это прицельные целевые инвестиции. Не в смысле вообще оказания содействия, повышения инвестиционной привлекательности по всем параметрам, да, а абсолютно конкретные инвестиционные проекты. И использование для этого самых современных инструментов, да, и самых современных способов и методов реализации инвестиционных проектов, как он сказал, мирового уровня. Да? Поэтому проведенная недавно инвестиционная сессия 12 ноября совместно с Фондом развития Дальнего Востока в городе Якутске
привела к тому, что мы отобрали несколько инвестиционных проектов, на которых мы сосредоточимся в подготовке этих инвестиционных проектов. Их там было отобрано 14, но сейчас уже 13, и далеко не факт, что все 13 в ближайшее время будут реализованы. Я еще раз подчеркиваю, это проекты, отобранные для подготовки и реализации. Они должны пройти еще тяжелейший путь. Но это единственный способ и метод, как можно сделать так, чтобы снизить риски и повысить уверенность всех участников инвестиционного процесса в правильности принимаемых решений. Зафиксировать долгосрочные взаимные юридические и финансовые обязательства сторон, которые позволят привлечь частные инвестиции, инвестиции на финансово-кредитном рынке, на рынке инвестиций и обязательно с участием, с софинансированием со стороны государства. Я не боюсь этого слова сказать, с софинансированием со стороны государства, имея в виду, что в отличие от прямых бюджетных инвестиций в какие бы то ни было объекты, инвестиционный проект подразумевает всегда возвратность и срочность возврата этих бюджетных средств. Причем не только чисто с точки зрения рыночных возвратов напрямую на счет компании, но еще и эти проекты должны быть сделаны таким образом, чтобы еще по максимуму были реализованы все мультипликаторы. Все мультипликаторы. И бюджетная эффективность, и социальная, экологическая, макроэкономическая, геополитическая. Там, любые виды эффективности, какие только можно, они должны быть максимально учтены для того, чтобы обосновать необходимость софинансирования бюджетных денег. Я тут общую установку хочу немножко дать. Задача нашего сегодняшнего эфира, вы сказали, что послание очень четко структурировано. Да. Да? Возможно, оно для профессионалов, оно как бы своего рода пособие для дальнейших действий и так далее. Но для обычного народа, чтобы это было понятно, ближе стало, да? Почему я в самом начале упомянул 200-й Land Cruiser, да, и хорошую виллу. Это те, скажем так, критерии, которыми народ оперирует, которые близки каждому, понятное дело. Да, еще раз, ситуацию, когда вот упоминались 200-й крузеры и так далее, я напоминать не буду. Инвестор нынче, товар такой штучный, да? Его надо холить, лелеять, там, опекать его, взращивать буквально, можно даже сказать. Да? Как ведется поиск инвестора? Ну, агентство инвестиционного развития как раз и создано для того, чтобы опекать инвесторов, и мы предоставляем услуги инвесторам в режиме одного окна, то есть инвестор обращается только к нам, и мы уже дальше должны решить, в принципе, все его вопросы. Поэтому в этой связи у нас уже есть наработанный, во-первых, опыт работы, да, то есть мы вот по известному достаточно проекту свинокомплекса с компанией Приморская МИГ мы помогали, соответственно, с подбором земельных участков, с размещением, то есть помогали им подобрать, куда им, так сказать, посадить свой бизнес, да. Также по другим проектам мы помогаем с подключениями электричества, техусловия и так далее. Значит, это немножко отличается от той, скажем так, высоты широт, да, то есть это немножко... достаточно приземленные вещи, Да, но да. они тоже нужны, потому что, вот как правильно сказал Геннадий Федорович, первоначально инвестору нужна уверенность в том, что он вернет деньги, да, но потом, когда уже сталкивается с суровыми реалиями, дабы у него это желание не пропало, соответственно, очень велика роль государства, как оно обеспечивает поддержку. То есть как оно решает различные ежедневные вопросы инвестора. Это, начиная от того, что куда ему детей в школу отправить, и если куда в кино сходить. То есть, в принципе, наша роль, она достаточно такая многоступенчатая. То есть от достаточно таких общих вещей, как сказали, продвижение инвестиционной привлекательности, инвестиционного имиджа, да, которым мы тоже работаем, до вот таких достаточно практичных вещей. Мы продолжаем нашу программу «Не пропустите главное». Мы в прямом эфире. Хотелось бы все-таки закончить с Алексеем Загоренко. Насчет иностранных инвесторов. Поможет ли нам за границей? Безусловно, мы надеемся на то, что иностранные инвесторы придут, и они приходят, безусловно. И буквально даже сегодня вот у нас были переговоры с
с китайскими партнерами. То есть интерес достаточно сильный и интерес в разных направлениях, и не только в части добычи, но и в части переработки. И, как известно, у нас инвесторы пришли на наши территории опережающего развития. И, наверное, об этом более подробно могут рассказать наши коллеги, о том, какие предприятия уже разместились резидентами на территории опережающего развития. Давайте. Единственный ТОР, который зарегистрирован, который уже осуществляет свою деятельность, давайте, вот как Геннадий Федорович говорит, вы надежды, вы жемчужины, вы бриллианты нашего, скажем, тут, как вы сказали, купи, продай может каждый, да, то есть выкачал нефть, продал Да. и так далее. Это получил. тоже, я с пиететом отношусь ко всем видам деятельности, да? Но новые — это важно. Не принижайте людей, которые занимаются. Да, блок постиндустриализма. Вот, Да. Тасер Кангаласа получается, давайте. Ну, это не постиндустриализм, Ну, это как раз и индустриальный парк. Хорошо. Но насчет иностранных инвесторов у нас один инвестор, китайская компания, которая имеет намерение создать завод по производству кирпича и завод по переплавке лома, ну, металлолома в арматуру. Кстати, насчет кирпича, это реально же такой дефицит просто. Он золотой же. Привозной. Да, кто реально озадачивался насчет кирпича, сразу понимает, насколько это Да. рынок перспективный на самом деле. Но и очень капиталоемкий к тому же. А второй инвестор у нас литовская компания Вакарраса, которая производит котлы Липстели, которые себя зарекомендовали, прошли испытания, прошли государственные испытания, там, апробацию. И в связи вот с некоторыми там санкциями литовские инвесторы приняли решение, чтобы, дабы не потерять рынок, создать второй завод, лицензионную сборку по франшизе, можно сказать, да, вот у нас в индустриальном парке Кангалас. Это вот два примера такой Это два- иностранного прихода конкретные иностранного примеры, капитала просто для того, сбиваем. чтобы сделать нашу жизнь лучше, жить будем Да, лучше и да. веселее, да? Да, то, что у нас в наметках, это пока мы подпишемся, тоже доложим. В принципе, Более расширенно, да? да, конечно. Доложитесь. Хорошо. Индустриализация, понятно, но тем не менее вот постиндустриализация, да, я бы хотел. У вас живой пример по 200-м крузерам, Не, которые... ну да, вот Дмитрий сегодня... Не, на самом деле, конечно, я согласен, что разговор довольно-таки скучный получился, Дмитрий. Вот, ну, потому что вообще тема инвестиций и инноваций, она такая... Она где-то там. Она очень сложная, да. Да. Вот что касается крузеров и того, чего ближе к нам, ну, яркий пример того, что с помощью IT можно зарабатывать деньги. И это доказали вот компания Майтона, братьев Ушницких. Ну, в ВКТРУ уже писали о том, что они купили здание. Вот в кризисное время, когда у людей нет денег, они купили здание в центре города за 180 миллионов. Соответственно, машину купили, как вы говорите, крузер, да? Поэтому, Ну, сильно соответственно, это принижать, скажем так, наш уровень тоже не нужно. Ну, на каком-то, скажем так, золотой середине вот так вот. не, Lexus 570 это нормально, по-моему. Нормально. Это не надо принижать уровень, нормальный уровень. 15 года. Да, 5 15 года выпуска белого цвета. Я просто к чему пытаюсь это сказать, то что на самом деле вот то, что Геннадий Федорович сегодня говорил, Валерий Иванович, это все важно. Дело в том, что вот эти проекты, которые сегодня мы реализуем, тот же IT-парк, тот же технопарк, индустриальный парк, они не могут появиться на пустом месте. И то, что в послании Егор Афанасьевич сказал, мы будем строить парк высоких технологий, это просто логическое продолжение реализации схемы 2020. Я просто на ярком примере могу сказать, то, что вот яркий пример, все боялись прихода железной дороги. Говорили, вот железная дорога, прочее, прочее. А что железная дорога пришло? Железная дорога пришло в город Якутск оптоволокно. Вот все говорят про развитие IT-отрасли. Как мы могли экспортировать, да, отсюда свою продукцию, если у нас не было нормального интернета? Конечно. А Транстелеком, да, Ростелеком, сейчас МТС. У нас уже 3 оптоволокна и высокий скоростной. И как мы быстро к этому привыкли, коллеги. К Вот хорошему быстро Вот как вы привыкаешь. говорите, что такое коснулось нас? До каждого жителя в городе Якутске. Я сегодня смотрю, там, первый раз, когда я включил YouTube, там, и начал плакать, да, что у нас ничего не тормозит, там, за 1000 рублей у меня там больше 5 мегабит, ну, скорость, да. Сейчас уже 10 мегабит, да, можно. Я к тому, что говорю, что предпосылки создания той же IT-отрасли, они были заложены там. Инфраструктура решает все. Дальше, что я говорю, да, сейчас мы должны, у нас, понятно, не Силиконовая долина, у нас не Сан-Франциско, нам нужно строить инфраструктуру для того, чтобы ребята сидели, программировали и экспортировали свою продукцию. То, что делает сегодня компания Майтона, то, что делает Синет и то, что делает резиденты технопарка.
Сегодня у нас в Якутии, вот в нашей стации развития IT-отрасли зарегистрировано 32 компании. На маленький город Якутск 32 компании. Более того, я хочу сказать, что объем производства этих компаний уже превысил 1 миллиард рублей. То есть мы производим больше, чем ювелирная промышленность. А если мы построим IT-парк, то, о чем говорил Егор Афанасьевич, и мы сконцентрируем усилия всех фондов, вечерных компаний, институтов развития, самих программистов, IT-школа, да, то есть университет. Когда в одном здании будут сконцентрированы все компании, мы дадим кратный рост этим компаниям. То есть мы к 2022 году, вы говорили про столетие республики, мы говорили о том, что в этой отрасли будет работать 2500 человек. Это спокойно мы можем делать. А общий объем выручки, ну, минимум 10 миллиардов рублей это будет. Хотя такие компании, как WhatsApp, да, они могут генериться там за год-два. Можно сделать там кратное увеличение. То есть у IT есть То есть плюс. это быстро, эффективные Быстро деньги, да? Это быстро растущий бизнес. Более того, я вам скажу, я вот недавно приехал с Минска, я ездил в Минский технопарк, посетил компанию Wargaming, это компания, которая производит игру Танчики. да, Это все танки. много играли, да. Так Да. вот, в этой компании работает 10 тысяч человек. У них собственное здание на 35 тысяч квадратных метров, у них это транснациональная компания практически, да, и у них самые высокие заработные платы в Минске. И то же самое они говорят, что у нас нет проблем по расстоянию. То есть они, сидя в Минске, экспортируют на весь мир. То же самое мы, сидя из Якутска, можем экспортировать по всему миру. Причем мы можем это делать как центр заказов, да, то есть заказы в парк высокой технологии будут приходить. Ребята из Юрбы, вот у нас в Юрбе есть компания Охьютек, который работает, да, в Сунтарах могут работать. То есть неважно, где ты находишься. Не надо строить огромных заводов для того, чтобы заниматься IT-бизнесом. Это очень важно. Нужен только софт и быстрый интернет и поддержка государства. В виде чего? Но вот еще раз говорю, жесткая инфраструктура. То есть нам нужно построить место. Вот, ребята же вот практически, мне Афанасий Алексей как сказали, мы бы, говорит, развивались быстрее, если бы они практически 1 миллион рублей, которые платят ежемесячно за аренду, они до этого платили, они бы наняли работников, еще 100 человек, и им 1 миллион рублей платили, они бы производили там не 2 игры там, в 4 года, да, а производили бы 8 игр. И у них кратное масштабирование пошло. То есть они свои свободные деньги, вот для чего нужны инкубаторы, технопарки, чтобы государство, брав на себя вот эту тяжелую ношу по инфраструктуре, они, ребята, высвобожденные деньги вкладывали в себя. Плюс им нужен центр обработки данных, им нужен софт, лицензионный софт, по которому они могли бы программировать и сегодня продавать. Как-то не вяжется это с замечательным трудом «Капитал», который Карл Маркс нам. Ну, Почему государство должно, как бы, не знаю, какие чуть ли не социальные функции выполнять по отношению к еще раз говорю, то есть, IT-технологиям? еще раз говорю, то есть для того, чтобы был быстрый рост, то есть мы можем развиваться очень так же, то есть ждать, когда Бычок ребята- подрастет, да, бычок подрастет, и там, начать его доить по-крупному. Конечно, да. Более того, мы должны понимать, что мы должны создавать условия ребятам, потому что многие ребята сегодня уезжают из Якутска. Талантливый. Талантливые ребята, да. Вот у меня из технопарка уехала компания Tunidi Entertainment. Она уехала в Москву, потому что у нас не было здесь студии Motion Capture. И в НВК нет такой студии, к сожалению. Да, и могли бы, если такая студия была бы, и рендер-ферма, они бы здесь остались, они бы рисовали здесь мультфильмы, ролики, которые они любят это делать. Лучшие в мире ролики они делают. Вот. Можно было, и в IT-парке это все предрасположено. Вот программа, которую мы сейчас заложили, она уникальная, по сути. И мы могли бы сделать условия не только для своих ребят, могли бы приехать ребята из Дальнего Востока. Вы, по-моему, не зря упомянули насчет того, что ювелирную промышленность обогнали, да? Как дела у нас вот с недавней надеждой, скажем так, промышленного развития, с гранильной и бриллиантовой промышленностью? Ну, если оценивать их текущую ситуацию, то на самом деле не все так хорошо с точки зрения развития по гранильной промышленности. Это мировая конъюнктура. Да, и тут очень важное замечание, это, безусловно, мировая конъюнктура рынка, да, и сегодня об этом говорят все крупнейшие производители бриллиантов. Что касается ювелирной промышленности, то по 2015 году, несмотря на в целом такую тяжелую ситуацию внутри страны, то в таком массовой показателе, да, в рублях, показатели ювелирной промышленности неплохие. Но в целом, если мы говорим об развитии отрасли, ювелирной, гранильной отрасли, то, конечно, нам не хватает, вот если для IT-индустрии, как правильно сказал, жесткой инфраструктуры, да, то есть, то для вот этих компаний, конечно, сегодня не хватает возможностей
для развития с точки зрения там, особых условий. Да. Почему нужны особые условия для этих отраслей? И ювелирная, ну, гранильная в первую очередь, да, промышленность, она у нас экспортно ориентированная. И создание там, особых условий функционирования этих предприятий, предоставление свободной таможенной зоны, предоставление возможности проходить таможенную чистку непосредственно в городе Якутске, конечно, существенно бы сократило расходы этих компаний. Еще есть у нас очень много системных проблем, связанных с таможенным законодательством. Сделки, которые проходят, там, это уже все знают, да, все об этом говорят, там, 3-5 минут, там, в других странах у нас зачастую уходит 3 месяца. То есть есть еще и инфраструктурные, то есть системные, неправильно сказал, системные проблемы, связанные с этими отраслями промышленности. И вот в этом смысле, конечно, мы, я считаю, сейчас абсолютно не ушли от темы создания специального кластера алмаза, бриллиантового кластера. Мы к этому вопросу будем подходить. При этом сейчас обсуждаются различные варианты. Буквально в самое ближайшее время планируется обсуждение этого вопроса на уровне главы республики. Есть, ну, сразу вам скажу, разные подходы, разные идеи, в том числе использование возможностей ТСР Кангаласы. Это безусловно, почему бы нет. Поэтому мы в этом вопросе будем активно вовлекать всех заинтересованные стороны для того, чтобы правильно выработать правильные решения. Ну и, безусловно, сегодня очень важна роль самой компании «Алроса», да, поскольку это флагман промышленности, это наша компания, республика является акционером компании, поэтому, конечно, очень важно и их участие, я считаю. Скажите, вот в послании также затрагивается тема лесной и легкой промышленности. Можете сказать, сильные компании какие-то имеются? Вот лесопереработка, легкая промышленность, это сегодня, я считаю, конечно, те направления, которые имеют большой потенциал, но на сегодняшний день не реализованный, к сожалению, потенциал. Что касается лесной промышленности, у нас многие годы в разное время были разные инициативы, при этом Белькачинский леспромхоз прогремел на весь мир практически. Проект, который там, был связан с подписанием контракта, соглашения МОЮ с китайской компанией. Но, опять же, почему этот проект не был реализован? Почему? Да? Инфраструктурные ограничения, в первую очередь. Плюс те работы, которые должны в большей степени проводиться за счет государственных средств, а это федеральные средства, это финансирование работ по лесоустройству. Для того, чтобы заниматься лесом, нужно понимать, это точно такой же ресурс, как запасы полезных ископаемых. Нужно понимать, сколько леса, в каком объеме, какого качества. Да? Соответственно, для того, чтобы принять инвестиционные решения любой компании, конечно, важно понимать, да, о чем идет речь, какие там возможности, какие ресурсы необходимо привлечь и насколько это сегодня эффективно. И, конечно, вот сейчас, когда мы говорим о лесопереработке, нам очень важно, опять же, используя новые инструменты развития, это не только ТАСЭРы, это и реализация таких приоритетных инвестиционных проектов, даже если эти проекты будут в качестве регионального инвестиционного проекта. Их же инструментов сегодня много. Для география у нас по лесной промышленности, она разная. Южная Якутия, Алеквинск, Ленск, это вот традиционные направления, где сегодня уже есть небольшие компании, ну и, безусловно, флагман компания «Алмаз», которая у нас в республике на сегодняшний день является действительно флагманом с точки зрения, там, понятно, что мы не экспортируем в больших объемах, и объем производства не такой большой, но так или иначе производство есть, и есть, главное, люди-специалисты, которые могут этим заниматься. Просто нужно сейчас, конечно, вырабатывать правильные механизмы для дальнейшего развития отрасли. Ну, люди, когда строятся, скажем, они строят из иркутского леса. Да? Домокомплекты привозят из Улан-Удэ привозят. Нет у нас такого, чтобы приоритет был отдан, допустим, тем же технологиям МКМ, который представляет «Алмаз». Да? Нет, ну здесь можно я тут вмешаюсь, да, в разговор. Дело в том, что на самом деле здесь вот очень правильно сегодня тему подняли инновационного развития, да.
Дело в том, что традиционными способами мы уже, как бы понятно, да, то есть развитие невозможно, и здесь нужно максимально делать добавленную стоимость. То есть вот, просто мы в нашем понимании из леса можно делать только дома, да. Нет, Вот, допустим, из леса можно делать лекарства. Допустим, есть там такой проект, как дигидокварцетин, да, когда можно из лиственницы добывать очень хорошее вещество, которое там за рубежом пользуется большим спросом. То есть я к тому, что говорю, вот, конечно, нашему технопарку всего 3 года, и у нас там 86 проектов, из них действительно есть очень интересные, уникальные, и, как говорят, для инноваций нужно, да, деньги и время, да. На самом деле вот сегодня уже есть проекты, и вот площадка, которая благодаря Министерству экономики, городу создана территория природного развития. Я вот специально держу бумагу, дело в том, что тут очень важные вещи написаны. Это отсутствие налога на прибыль организации, да, это вот сама система организации ТОРа, в чем заключается особенно. То есть, да, тарифы страховых взносов, пенсионный фонд 6%, фонд социального страхования 1,5%, федеральный фонд обязательно 0,1%, и всего 7,6%. То есть у нас сейчас больше 30, это 7,6%. Заявительный порядок возврата НДС, нет налога на имущество, земельного налога, и будет своя таможня. То есть сегодня государство в лице Министерства развития Дальнего Востока, корпорации развития Дальнего Востока создали условия, пожалуйста, вот есть территория, на которой можно создавать конкурентоспособные производства. И это возможно, потому что действительно до этого конкурировать там, с теми же китайцами, у которых там действительно есть особые экономические зоны там, в Гуанчжоу, у них там льготы, дешевая рабочая сила, конечно, сложно было. Сейчас произошла девальвация, то есть у нас импорт останавливается, то есть импорт стал дорогой. Вот уникальный шанс, создали особую экономическую зону. Шанс есть сразиться, Дима. А очередь есть? Очередь из проектов есть. Сегодня более 30 заявок на территории приезжающего развития. Только 30 это сейчас. И плюс у нас уже 12 проектов в первой очереди, и уже вот первый завод уже строится на территории Капитанов. По приоритетам, которые вот отбираются, скажем так, проектов, те же самые ТОРы, да? Какие приоритеты расставляются? Приоритеты, в принципе, вопрос не приоритетов, вопрос в критериях. Должны соответствовать определенным строгим критериям. Это у нас, естественно, прибыльный бизнес, естественно, безопасный, и с экологической точки зрения тоже. И, в принципе, все, да? Да, это должен быть в первую очередь прибыльный бизнес. Он сам себя должен окупать. Потому что, да, потому что, вот, как я немножко вот проскользнуло, что государство вот, почему должно рисковать, вкладываясь в инфраструктуру. Как раз-то государство, вкладываясь в инфраструктуру, а не в проекты, оно не рискует вообще. Да. Давайте примем инфраструктура остается. телефонный звонок нашего телезрителя. Да, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Вопрос насчет вот, они вот кирпичного завода, вот который ТОР. Хотела спросить, они из чего будут делать эти кирпичи? Они, тут мы по интернету слушали, что из отвалов. А вот то, что вот заявлял Госкомитет, зам руководитель Госкомитета Шепелев, что отвалами жугольных пластов никогда не исследовались на возможность использования в качестве сырья для производства. Очень профессиональный вопрос, кстати, да. Да, и объемы этих отвалов не включены в реестры. И можно сказать, что никакого сырья в Кангаласах нету. Из чего они собираются делать кирпичи? Кто ответит? Ну, вопрос, конечно, ну это, я как понял, Ядреева Зоя звонила, да? Кирпичи будут делаться на самом деле из сырья, который является отходом в угольной промышленности. Это, конечно, это как раз-то те пласты, которые не используются. Межпластовая глина, потому что между пластами находится там белая и голубая глина, которая супер качественная. Калиновая. Да, и плюс вот, пустые породы. И мы продолжаем понедельничный суперпрайм. Не пропустите главное и тема нашей сегодняшней передачи послание президента и выделенный сегмент индустриализации, промышленного развития республики. И я, Саша, передаю. И в свете последних событий в мире нам необходимо затронуть тему охраны природы при развитии промышленности. Ну, безусловно, это для Республики Саха-Якутия один из основных приоритетов. Я скажу больше, Республика Саха-Якутия единственный субъект в Российской Федерации, где
более 30% территории сегодня определены как особо охраняемые территории. Это различного уровня, как федеральные, так и республиканские, так и местного уровня особо охраняемые территории. В свое время даже Организация Объединенных Наций поставила задачу перед странами мира, чтобы не менее 10% территорий стран мира были определены как особо охраняемые территории. В этом смысле нам есть чем гордиться. Как я уже сказал, треть практически территории является таковым. И на сегодняшний день, безусловно, активное вовлечение месторождений требует от нас очень серьезного взаимодействия с нашими недропользователями. Надо отметить, что экологическое законодательство Российской Федерации является одним из самых жестких в мире. И сегодня, конечно, очень важно правильно выстроить взаимоотношения и требования к недропользователям. И, безусловно, здесь очень важен тот аспект, о котором глава сегодня постоянно говорит. Это вопросы общественного контроля, это вопросы активной вовлеченности населения в решение экологических вопросов. Но это, безусловно, я думаю, что в республике реализуется достаточно хорошо. И сейчас все новые проекты, конечно, они требуют от нас очень тщательного изучения. Есть, безусловно, там, накопленные вопросы, связанные с недропользованием в предыдущие годы, тем, как осваивались недра республики, но как и дорогу, безусловно, осилит идущий, нам необходимо идти вперед для того, чтобы, решая накопившиеся проблемы, безусловно, выстраивать правильное взаимоотношение с недропользователями. Это, вот, я считаю, очень важно. Но применительно вот к вопросу, который Александр задал, все-таки уже есть комментарии о том, что никаких химических, скажем так, следов в оползне, который вылез на трассу Ленск-Мирный, нету. То есть там это остатки механической, скажем так, обработанной грунта получается. Да, ну, создана специальная комиссия сейчас. Нет, просто да, по WhatsApp да, всякие страшилки да, ходят. то есть, взяты пробы на сегодняшний день, насколько я знаю, там ничего такого с точки зрения там, серьезных химических элементов, которые могли бы повредить человеку либо природе, насколько я знаю, нету. Ну, дождемся уже финальных Но это мы результатов. так, к да, то есть там слову, уже пользуясь отдельно. моментом, скажем так, что народ волнует. Возвращаясь к предыдущему вопросу, Александр, он насчет легкой промышленности. Все мы помним вот в советское время, когда в районных центрах существовали, пусть маленькие, да, но промышленные комбинаты, так называемые, да, которые выпускали различного рода товар, мебель, там, какие-то нехитрую, да, но которая, тем не менее, пользовалась спросом у жителей тех же районов. Вот не пойти ли нам, скажем так, по советскому пути? Ну, если можно, два слова скажу по этому Да, поводу. можно больше, нужно больше. Ну, что касается так называемой местной промышленности, безусловно, ее надо развивать, и, конечно, к ней надо, на нее надо обращать самое пристальное внимание и не жалеть инвестиций, подчеркиваю, не просто субсидий там и каких-то помощи. Это тоже важно, но это как бы не имеет отношения к инвестициям. Это чисто социальные функции государства. А я говорю о инвестициях, о соинвестировании государства для развития и поддержания местной промышленности. Ну, например, пришло очень много крупных компаний в республику, да, начиная с Уралнефтегаз, Газпром, Транснефть, Роснефть и так далее, да. В них работают там тысячи, а то и десятки тысяч людей. Так? Они работают круглосуточно, напряженно и очень тяжело. Отсюда я делаю вывод, что они постоянно, каждый день хотят есть. Да? И практически все они завозят Да мы все хотим продукты есть. питания, правильно, Мгм. они все продукты питания завозят практически из-за пределов Якутии. Почему? Потому что требования, которые они предъявляют, наши товаропроизводители, сельхозтоваропроизводители не выполняют. А требования очень простые. В четко обозначенные сроки, строго зафиксированного качества и точно зафиксированного объема по понятной формуле цены. Должны быть поставлены в нужное место, в нужное время, нужное количество, нужного качества. Все, если не отвечаешь этим требованиям, тогда, значит, уже выпадаешь из списка, да, возможно, поставщиков. Вот, Лишаешься прибыли, да? и, соответственно, вот
эти позиции, как бы старт, да, вот то, что касается старта по IT-технологиям, ровно такая же ситуация по старту производства продовольствия. Понимаете, в чем дело? Нужно переходить от позиции сельское хозяйство, да, к позиции производства продовольствия. Вот тогда, выделив четкие ниши, перспективные ниши производства продовольствия, внятно и четко оценив свои возможности, заключив долгосрочные взаимные обязывающие, юридически и финансово обязывающие контракты, можно смело и решительно, имея в виду, скажем так, и политический, и любой другой вес руководства республики, который уважаем на всех уровнях корпоративного управления всех компаний, которые работают в республике, можно встроить так называемые субконтрактные обязательства у этих компаний по обеспечению. Ровно так же можно подойти и к вопросам, касающимся так называемого аутсорсинга по различным услугам. Но для этого надо перестроить вообще менталитет именно с точки зрения производства продовольствия, а не сельского хозяйства. Это принципиально разные Не вещи. заниматься скотоводством ради скотоводства, а производить конкретную продукцию. Абсолютно которую- точно. Не в смысле вообще, а абсолютно конкретно. Хорошо. У нас режиссер говорит, что остается 3 минуты буквально, да, и мы не затронули один такой очень важный вопрос. Судостроение и какой завод раньше был по ремонту земли? Жатай. Жатайский. Да, Жатайский судостроительный, да, и я еще раз говорю, по Ремонтно-механический землеройке завод тоже. нет. Жатайский судостроительный Машина- прямое машина- поручение корпорации развития Республики Саха-Якутия. Но на самом деле мы его опять-таки изменили. Мы говорим не о Жатайском судостроительном заводе, а совершенно о другом. О возобновлении судостроения в республике. В Ленском бассейне 25 лет назад ежегодно 35 судов сходило со стапелей. 35 судов сходило с 7 судостроительных заводов в Ленском бассейне. За последние 25 лет, если в сумме, в совокупности все произвели максимум 20 судов, то это хорошо, а скорее всего еще меньше. Из всех 7 сегодня не выпускает ни одно предприятие, ни одного судна не выпускает вообще. Учитывая безальтернативность внутреннего водного транспорта, как бы ни развивалась железные дороги, как бы ни развивался автомобильные дороги, внутренний водный транспорт будет востребован на всю обозримую перспективу. Поэтому возобновление судостроения, как задача, поставленная перед корпорацией, мы ее, конечно же, совместно с НОРПом, и, конечно же, под эгидой правительства и курирующего зампреда, и Минэкономики, и Минтранса, и Минпрома, и обязательно при участии ТАСЭР, Кангаласа, где мы будем обязательно пытаться разместить отдельные части. И в кооперации с машиностроительными компаниями республики, безусловно, возобновление судостроения – это задача номер 1. Конечно, опыт работы таких предприятий нужно, вот тот, который в прошлом, недавнем прошлом был, его нужно не то чтобы возродить, да, наверное, просто к нему нужно обращаться. Качественно на ином уровне вообще. Да, абсолютно на другом уровне. Ровно так же, как и в ТАСЭРах, почему только новые компании, потому что должна быть инновационная технология. Это может жестко по отношению к тем компаниям, которые сегодня работают, но это абсолютно справедливо с точки зрения вкладывания бюджетных денег и стимулирования У них психология диверсификации. другая, да, Геннадий Федорович? Психология немножко Ну, другая. это единственный шанс конкурировать. Просто дело Да. в том, что если ты не будешь использовать передовые технологии, ты просто отстаешь. Точно так. Да, это проигрываешь. Зазеркалье, помните, Алиса, да? Чтобы стоять на месте, надо бежать. Бежать, А чтобы двигаться вперед, нужно бежать очень быстро. Еще быстрее. Вот это вот ровно та ситуация, в которой мы сейчас находимся. Это на каких же стероидах нужно, скажем так, двигаться, чтобы идти в пору с очень динамично меняющимся миром вокруг нас. И спасибо, дорогие выступающие, сегодняшние гости. Мы постарались общими усилиями, ну, немножко сухие официальные вот эти строки послания, касающиеся индустриализации республики, обратить на немножко уровень тот, который, ну, стал бы понятен для каждого жителя нашей республики. Спасибо еще раз всем участникам нашей сегодняшней дискуссии. Это была программа «Не пропустите главного». С вами были мы, Дмитрий Аргунов и Александр Салих. Увидимся.